Вторая смена молодежного форума «Машук-2015» отметила День Северной Осетии. Шестичасовой праздник в формате Open Air порадовал посетителей красочными народными гуляниями. Павильон прикладного искусства рассказал посетителям фестиваля о народном творчестве Осетии, его формах и традициях, познакомил с аутентичным жилищем и национальной одеждой остин. С самого раннего утра на территории Машука вкусно пахло. Команда профессиональных поваров испекла 800 остинских пирогов. Интерес небывалый, столпотворение. Здесь можно и нужно. В День Осетии новички задают вопросы, знатоки дегустируют. Я впервые пробую осетинский пирог, и он очень вкусный, он мне очень понравился. Я ждал встречи с этим пирогом буквально 3 года. Когда служил в армии, у нас был командир роты осетин, и постоянно говорили: пироги осетинские. Ну, никак мне не удавалось попробовать. А вот сегодня на День Осетии меня, как бы, вот видите, даже домой дали один, и буду по дороге есть и радоваться. Мне кажется, весь форум Машук ждал, потому что все очень любят пироги. Все очень здорово, такие эмоциональные все люди, такие жизнерадостные, зажигательные, показали всю свою красоту, свою культуру. Очень здорово, на самом деле, в течение всего дня наблюдается все это. Начиная от изумительно вкусных пирогов, которыми все уже, наверное, насытились, и вообще вот этими выставками замечательными. Особенно меня покорили эти чудесные платья свадебные. На самом деле чувствуется сразу изюминка какая-то. Поздравить участников форума приехал в Рио главы республики. Тамерлана Агузарова приветствует живой коридор из машуковцев. Небольшая экскурсия по форуму, возложение цветов к импровизированному вечному огню, затем общение с остинской молодежью. Обсудить насущные вопросы и найти на них ответы – главная задача участников встречи. Особое внимание Тамерлан Агузаров обратил на проект по сохранению остинской культуры, который представила Элона Дзалаева. Девушка предлагает коллекцию плюшевых зайцев, говорящих на родном языке. По ее словам, учить остинский язык с любимыми игрушками – это интересно. Плюсы этих игрушек, они, во-первых, разговаривают на родном языке, что уникально, и таких аналогов нет, и изготавливаются вручную из натуральных тканей. То есть эта игрушка выполнена из искусственного замша на хлопковой основе. То есть безопасно для детей, так и для взрослых. На встрече прозвучало предложение о проведении своего молодежного форума. Идея получила одобрение Тамерлана Агузарова. Место проведения тоже определили – Даргавское ущелье. Я только за, чтобы каждый регион имел помимо Машука. У Машука одна специфика, у него одно направление. Да, многие приезжают сюда заработать деньги, выиграть гранты, реализовать свой проект и так далее. Можем же каждый субъект по 3-4 дня делать форумы абсолютно другого направления, в том же патриотического воспитания, в том же духовного и так далее. Я думаю, что от них толку тоже будет очень много. Что касается с нашей стороны, за Республику Северная Осетия, скажу, я только за, сами видите и слышите, как руководство к этому относится. Форум обязательно должен быть в каждом субъекте. Поговорили и о будущем остинского футбола. Если раньше 10%, 90% выделяемых бюджетом денег уходили на футбол, а 10% на остальные виды спорта, то с сегодняшнего дня мы начинаем жить по-другому. 10% на футбол, а 90% на остальные виды спорта. Футбольный клуб мы будем подтверждать. Я хочу об этом здесь официально сказать на Машуке. Для возрождения футбола, который я, как руководитель республики, ставлю перед ними, первое, это то, что в этой команде будут играть только наши воспитанники. И второе условие, это заработная плата не будет превышать от 30 до 50 тысяч рублей. В завершении Тамерлан Агузаров пообещал поддержку самым интересным проектам, которые не получат грант на форуме Машук. Встреча замечательная. Вы сами это все видели, наблюдали. Самое главное – видеть радость, видеть задор в глазах нашей молодежи. О креативности
им не занимать. Главная опора государственной политики страны – социально активные силы общества, где особое место занимает молодежь. Всего Северную Осетию на Машук-2015 в этом году представляет 250 человек. У каждого свой уникальный проект, и каждый рассчитывает только на победу. По итогам прошлогоднего форума мы имели в республике около 10 миллионов рублей. Так как сократился грантовый конкурс от 100 миллионов до 85 сократился, и сократились также грантовые призы 300, 400, 500 и 2,5 миллиона. Мы надеемся как минимум на 2-3 гранта в республику по 2,5 миллиона и на около 25 грантов, которые позволят суммарное количество от 300, 400, 500 грантов, 500 тысяч. Территория смыслов, территория возможностей. Не просто образовательная площадка. Шанс получить грант на развитие своего проекта. Все реально, если есть оригинальная идея. Журналисты, предприниматели, специалисты в области IT-технологий, лучшие представители творческой молодежи учатся. И как на экзамене защищают свои проекты. Земфира Лулаева, Елена Черенкова, Михаил Безуглов, Осетия ТВ.